Прямой эфир телеканала «Якутия-24», программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Трагедии ничему не учат. Инспекторы ГИМС, проводя рейд в Якутске, вновь зафиксировали ряд нарушителей. Якутяне продолжают купаться в опасных, необорудованных пляжах и местах. Мы можем подать заявление в прокуратуру. Союз журналистов Якутии вступился за репортеров Якутии-24, задержанных в Вилюйске. Мэра призывают извиниться перед журналистами. Масштабный проект в Якутии в Оленёкском улусе. Начинается процесс проектирования Тамторского редкоземельного месторождения. Кто будет там работать, как дела с экологическим вопросом, когда стартует производство. Стройка моста, новое здание драмтеатра, вопросы сельского хозяйства. Айсен Николаев посетил Нюрбинский район. Подробности рабочего визита главы республики. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Нерюнгринского района в конце нашего выпуска. Электроснабжение большей части потребителей западного энергорайона республики восстановлено. Отключение было вызвано грозой и сильным ветром. Энергетики развернули работу резервных дизельных электростанций в Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском районах. Ну а в Сунтарском районе восстановлена работа линии электропередачи Л-104. Ограничений электроснабжения нет. Также сообщается, что 3 бригады продолжают поиски повреждений на линии в условиях непогоды. По всей территории Западной Якутии сохраняется гроза и сильный порывистый ветер. Ранее мы сообщали, что в Вилюйской группе районов без света оставались 69 тысяч человек. В Якутии продолжается строительство региональных дорог Кабяй, Абалах и Алдан. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году будет реконструировано и отремонтировано 6 объектов. В Горном и Мегинакангаласском районах республики дорожники построят более 31 километра дорог. К слову, мостовой переход через реку Тюганя и 20-й километр автодорог Кабяй и Алдан будут введены в 2020 году. Глава республики Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Нюрбинский район. Сразу по приезду глава региона ознакомился с ходом строительства моста через реку Марху на федеральной трассе Вилюй. Главе доложили, что работа идет по плану, отставаний от графика нет. Далее Айсен Николаев встретился с работниками сельского хозяйства района, с сенокосчиками Нюрба-Агро. Посетил Нюрбинскую птицефабрику, где ознакомился с работой предприятия после восстановления в результате прошлогодней аварии. Затем Николаев дал старт строительству нового здания Нюрбинского драмтеатра. Объект будет строиться на средства, вырученные от продажи 10% акций Алроса Нюрба. В конце рабочего визита глава региона провел совещание по вопросам кормозаготовки в Вилюйской группе улусов с участием глав и руководителей сельхозпредприятий Вилюйской зоны. Настрой людей мне здесь понравился. Особенно это было видно, когда мы забили сегодня первую сваю под долгожданное здание Нюрбинского драмтеатра. Этого события театр ждал практически с самого своего основания 53 года назад. Все это время он скитался по приспособленным зданиям. Сейчас он же работает в старом здании Амакинской экспедиции Дома культуры, конечно, который не отвечает никаким требованиям. Сейчас строительство началось на средства, которые были получены республикой от продажи пакета акций Алроса Нюрба. Строительство будет завершено до конца 2021 года. И здесь в Нюрбе, конечно, появится прекрасный театр, который, на мой взгляд, позволит развиваться культуре, подниматься культуре на более высокий уровень всей нашей Западной Якутии. 4 социальных объекта построят в Алданском, Нерюнгринском, Ленском районах и в городе Якутске по программе «Газпром детям». Это будут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Алдане, такой же комплекс с катком в поселке Чульман Нерюнгринского района. Также аналогичные объекты в Якутске и Ленске. Объекты начнут строить со следующего года. Участки по всем назначенным местам определили, однако у «Газпрома» изменился заказчик и идет переоформление. Обо всем этом подробно говорили на совещании у первого зампреда правительства Алексея Колодезникова. Мы договорились, что в Ленске у нас объект будет софинансироваться «Газпромом».
Соответственно, в Ленском районе в октябре месяце будет получена государственная экспертиза на объект спортивный. Стоимость достаточно большая, в пределах 900 миллионов рублей, поэтому есть договоренность, что Ленский район будет финансировать в пределах 400-450 миллионов рублей, а республика 250 миллионов рублей и «Газпром» 250 миллионов рублей. В республике начинается процесс проектирования Тамторского редкоземельного месторождения в Оленёкском улусе. Наряду с этим налаживаются связи с поставщиками оборудования. Когда запустят производство, как будут формировать кадры для этого крупного проекта, как будет выстроена экологическая часть проекта. Репортаж Юрия Осипова. О существовании месторождения редких металлов местные жители знали уже десятилетия назад. И по их собственному признанию ждали, когда начнут его разрабатывать. Набирать на работу будут в первую очередь местных специалистов. Наши деды, бабушки, пожилые, мы тоже. И молодежь тоже заинтересован очень. И постоянно Восток-Инжиниринг на проверку вызывают. Молодежь активно участвует. Мы проверяем каждую машину проезжающую, которые возили ниобий. Большое внимание уделяется экологической составляющей реализуемого проекта. Опасения населения вызывает возможный вред, который может причинить разработка редкометального месторождения. Мы ежегодно выезжаем на эту местность буранной. Мы с экологами почти месяц там работали. Ну, пока чисто, аккуратно, и мы видим, что пока никаких таких волнений, можно сказать, испытывать по поводу экологических этих вопросов нет. На участке был проведен комплекс различных предпроектных изысканий. Собрали около 100 тонн образцов горной породы. Даже непосредственно эту руду мы видим 44 микрорентгена в час, что вполне в рамках полной безопасности. Несмотря на то, что о существовании месторождения было известно давно, его разработкой не занимались из-за труднодоступности и сложных климатических условий. Кроме того, обычные методы обогащения для руды, которая будет добываться здесь, не работают из-за тончайшего взаимопрорастания минералов, что в свою очередь требует специализированных конструкционных материалов. Основная стройка, конечно, это комбинат. Там очень сложная гидрометаллургическая технология, многоступенчатая, уникальная, можно сказать, технология, которая позволяет выделить эти металлы из состава руды. Руда дважды упорная, а различные исследования показали, что она совершенно не поддается никакому виду обогащения. Месторождение находится в 325 километрах от села Оленёк. Сейчас здесь находится только временный лагерь, в котором могут с комфортом жить около 50 человек, но совсем скоро здесь появится полноценный вахтовый поселок, в котором смогут жить и работать около 500 человек. В год от месторождения до производства будет транспортироваться около 160 тонн руды. Если сегодня Россия импортирует 100% ниобия и почти все потребляемые редкоземельные металлы, то после выхода на полную мощность ожидается, что проект займет до 16% мирового рынка ниобия и до 3% мирового рынка редкоземельных металлов. Редкоземельные металлы используются в оборонной промышленности, авиастроении и ракетостроении, атомной энергетике, радиоэлектронике, приборостроении, машиностроении, химической и нефтяной промышленности, металлургии, тепловой, солнечной и ветровой электроэнергетике. Добытая здесь руда будет перерабатываться в Забайкальском крае. Это тоже связано с вопросами экологической безопасности. Общий путь до гидрометаллургического комбината составит около 11 тысяч километров. По зимнику руда будет доставляться до порта Хатанга, где будет храниться до открытия навигации. Затем продолжит свой путь по Северному морскому пути и железной дороге до города Краснокаменск Забайкальского края. Масштабный проект затрагивает не только жителей Якутии, но и другие регионы страны. Что вообще этот проект несет сегодня для жителей Красноярского края? Объективно могу сказать. Это первое, это развитие социальной инфраструктуры, это дополнительные рабочие места. При этом сохраняется, что важно, традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера.
По словам руководства, с третьего квартала 2019 по 2021 год будет проводиться подготовка проектной документации, а также прохождение экспертиз. После этого начнутся строительно-монтажные работы. И уже в 2023 году будет запущено производство. В том же году первая партия руды отправится на переработку. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Гаврил Старостин, Оленёкский улус. Сейчас короткая пауза. Вернемся через 1 минуту. Оставайтесь с нами, смотрите во второй части программы. Трагедии ничему не учат. Инспекторы ГИМС, проводя рейд в Якутске, вновь зафиксировали ряд нарушителей. Якутяне продолжают купаться в опасных, необорудованных местах. Мы можем подать заявление в прокуратуру. Союз журналистов в Якутии вступился за репортеров Якутии-24, которые были задержаны в Вилюйске. Мэра призывают извиниться перед журналистами. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Нерынгринского района в конце выпуска. Якутия-24 в прямом эфире. Вторая часть выпуска. Продолжаем. Инспекторы ГИМС проводят рейды в Якутске. Очередной поток проверок запустили после минувшей громкой трагедии с гибелью 7 человек. Как показал обход, люди до сих пор подвергают себя опасности, купаясь в несанкционированных местах. Многие жители столицы предпочитают купаться не на городском оборудованном пляже 202 микрорайона, а за его пределами. Репортаж Анастасии Кобызевой. В понедельник всю страну потрясла новость о гибели 7 людей на реке Лени. Среди них 3 детей и 4 взрослых. Они купались на несанкционированном пляже вблизи острова Пономарев. Власти региона заявили о необходимости активизировать профилактические рейды МЧС, ГИМС и администрации на местах. Такой трагедии больше не должно повториться. Нам нужно сейчас особое внимание уделить местам, где не санкционированы места купания. Профилактику с населением, особое внимание на поведение детей на водных объектах, чтобы дети не находились без присмотра взрослых людей. Но, как показывает практика, дети зачастую купаются одни, причем на запрещенных местах. Наша съемочная группа вместе с госинспекторами отправилась в рейд. Сразу же замечаем группу детей. Они совершенно одни на диком пляже. Инспекторы объясняют им, что купаться можно только со взрослыми и в специально отведенном для этого месте. Далее дают памятку о поведении на пляже и просят уйти. И часто ты так один ходишь купаться? Нет. Больше сюда не придете? Да. Ну, только с родителями. Вы тоже? Да, я маме вчера еще сказала, что я купаться пойду с друзьями. Она сказала, хорошо, приготовила мне вещи, и я пошел купаться. Вот не боитесь купаться не на территории? Мало ли что может случиться? Не. Идем дальше и видим классическую картину. Солнце, река, молодые люди и алкоголь. Под горячительными напитками им море по колено. Все равно все купаются где хотят. Но получается, что вы за свою жизнь не боитесь? Нет. К сожалению, люди пренебрегают элементарными правилами безопасности. Они уверены, что места для отдыха выбирают надежные и в любой экстренной ситуации смогут себе помочь. Но, как говорится, большая вода ошибок не прощает. Вода внешне может казаться спокойной, но на самом деле там могут быть подводные ямы, могут быть сильные воронки, то есть попав в которые люди могут получить травму. Наша съемочная группа совместно с госинспектором решили узнать глубину на несанкционированном месте купания. Прямо сейчас специальный прибор показывает, что глубина здесь от 4 до 5 метров. А находимся мы буквально в нескольких метрах от берега. В регионе после трагического случая усилят меры безопасности на воде. В том числе поручено оборудовать дикие пляжи спасательными пунктами. Но в первую очередь люди сами должны беспокоиться за свою жизнь. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Илья Сыромятников, Якутск. В связи с гибелью людей на реке Лени в Якутске объявлен день траура. Выражая скорбь по погибшим, соболезную их родным и близким, глава города Сардана Авксентьева объявила 18 июля днем траура. В этот день на территории столицы будут приспущены государственные флаги России и республики. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач, проведения торжественных мероприятий.
Союз журналистов Якутии заявил, что задержание репортеров, снимавших сюжет о плохих дорогах, это нарушение прав журналиста. Как отметила председатель Союза журналистов, подобных инцидентов быть не должно. Напомним, что накануне съемочная группа телеканала «Якутия-24» была задержана в Вилюйске. Об этом в редакцию сообщил наш корреспондент Евгений Тайтонов. По его словам, группа прибыла в город, чтобы снять несколько сюжетов по заданию редакции, однако была задержана по требованию мэра города Нургустана Афанасьева, который отказался от общения с журналистами и обратился в полицию. Это не первый громкий случай с участием вилюйского мэра. Известна в Республике и России история, когда Нургустан Афанасьев обиделся на шутки КВНщика и заставил автора публично извиниться. Мы, конечно, защищаем права наших журналистов, поэтому в соответствии со статьей, за нарушение статьи 27 мы можем подать и в административную комиссию, или же ребята засняли все это на камеру, можно даже тут подать заявление прокуратуры республики на открытие уголовного дела. Но надеюсь, что он опомнится, попросит у ребят прощения, и на этом дело, наверное, разрешится. В Ленске ведут работу по стрижке газонов на центральных аллеях и скверах города. Сюжет Светланы Балиевой. На дворе лето, а это значит, что пышная зеленая растительность заполнила город. Казалось бы, зеленый город – это хорошо, но когда высота газонов сравнивается с макушками деревьев и прячет кустарники, то эстетический вид улиц и аллей Ленска портится. В центре города, да. Чисто. Газоны стригут везде. Но если взять за пределы города, там уже все. Даже, допустим, та же набережная. Очень грязная. Не сравнить. Ни с Красноярском, ни с Иркутском ничего не сравнить. Ни с Северобайкальском не сравнить. Здесь я на вахте нахожусь. Всегда хорошо, здесь чистота и порядок. А эти кустики сирени и яблони высадили неравнодушные горожане, чтобы родной город был краше и благоухал. Людмила вместе со своим соседом Владиславом Лемякиным, известным ленским художником, уже не первый год вносит свою небольшую, но значительную лепту в благоустройство городских аллей. Да вот только их труд в прошлом году оказался напрасным. Мы здесь живем. У нас там во дворе есть яблоньки, мы высаживаем сюда. Я уже который год, вот Владислав Павлович в этом году высадил сирени. Палочки ставим, огораживаем, то дети вытащат. А потом начинают вот эту уборку, все поскашивают. Ко дню города были приведены в порядок основные улицы Ленска, где проходят празднования Ленина, Набережная. Сейчас в планах у подрядной компании «Авангард» подстричь газоны вдоль улиц Пролетарская, Первомайская, Победы, Каландарашвили. Выполнение работ началось в середине лета из-за длительной процедуры проведения тендера, как объясняет подрядчик. К стрижке газонов на центральных аллеях города приступили тогда, когда трава практически достигла человеческого роста. Но после работы с газонокосилкой зарослей не остается. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске открывается летняя школа живописи Семена Луканси для всех желающих. В этом году молодой художник с отличием окончил ведущий художественный вуз страны. Чему и как там можно будет научиться? Сюжет Саргланы Федоровой. Научиться рисовать, даже если вы никогда не держали в руках кисть, теперь реально. И никакие начальные знания не требуются. Идите и рисуйте в удовольствие. Известный молодой художник Семен Луканси обучает живописи с самых азов. Многие ученики, которые впервые взяли в руки кисточки и краски, они очень боятся вообще краски. Поэтому вот изначально первое задание – это копия, и сразу мы без карандаша, без ничего начинаем с красками. Это для того, чтобы у них этот барьер снять. Основы художественного мастерства, техники и приемы живописи – темы занятий, которые проведет живописец. Для рисования гуашь, масляные или акриловые краски на выбор. Каждому ученику у Семена персональный подход.
Такие, как я, которые мало что знают о живописи, сначала учатся копировать картины известных художников. Если усердно трудиться, то уже со второй недели можно смело сделать первые шаги в живописи. И в итоге научиться писать натюрморты и рисовать портреты. Авторская школа Луканти работает 4-й год. За это время живописи отучилось более 200 человек разных возрастов. Каждый раз, делясь своим мастерством и знанием, Семен и сам набирается опыта. Всегда положительный опыт, как и в качестве художника, как и в качестве просто человеческого опыта. Есть и ученики, которые ходят уже в течение этого 4 лет. Им очень нравится, они каждый год ждут. И каждый год хотят, чтобы задания были сложнее и сложнее. На уроках помимо живописи можно попробовать себя и в графике. Чтобы ученики постигли секреты безупречной композиции, художник также организует выездные занятия на природе. Все работы представят осенью на итоговой выставке летней школы. Сам художник сейчас параллельно трудится над новым выставочным проектом, который посвящен творчеству известных деятелей культуры и искусства России. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Эфир продолжит обзор новостей и событий Нерюнгринского района. Слово передаю коллегам. Добрый вечер. В Южной Якутии живет немало творческих людей, которые воплощают в себе уникальные качества. Для района остается важным рассказывать о таких людях. Яков Мельник – человек, который прославляет Нерюнгринский район своими уникальными стихотворениями и считается признанным поэтом России. Тренер-преподаватель, старожил города Нерюнгри Яков Мельник сегодня один из известнейших современных поэтов не только района, но и всей республики. Он прошел долгий подготовительный путь, чтобы в 60 лет начать активную творческую деятельность. Я не прекращаю. Пишу до сих пор, но издано уже 11 книг. Сейчас 12-я книга уже готовая. Называться она будет «Память не стареет». Единственный нерюнгринский поэт, удостоенный правом вхождения в Интернациональный союз писателей, Яков Мельник ждал почти год, пока в 2018 году Союз не одобрил его кандидатуру. За 18 лет творчества Яков Мельник издал более 2000 стихотворений и свыше 300 песен. Поэт отмечен многими значимыми наградами, в том числе медалью 65 лет Интернациональному союзу писателей и званием лауреата Международного фестиваля имени Пушкина. Желаю побольше приобщаться к поэзии, к литературе, читать. И кто знает, может быть, многие вот эти школьники, они тоже станут поэтами и писателями. Яков Мельник не только талантливый поэт, но и просто хороший человек. Так он с большим удовольствием дарит свои книги учителям и преподавателям Нерюнгринского района. К другим темам. Нерюнгринский городской парк – один из лучших в России. В минувшем году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды была значительно улучшена его западная часть. Во многом благодаря этому городской парк вошел в число 165 лучших проектов по благоустройству по итогам 2018 года по версии Минстроя Российской Федерации. Объект стал лучшим в номинации «Парк» как место отдыха и занятий спортом. На этом его преобразования не заканчиваются, и сегодня будет открыт новый арт-объект. Это подарок нерюнгринским детям от клуба «Мотопатриот». Также в Нерюнгринском районе возобновлена подача горячей воды на 3 суток раньше запланированного срока. Во время ремонтных работ энергетики заменили запорную арматуру на магистральных тепловых сетях, провели экспертизу трубопроводов тепловой сети, переложили 1,5 километра трубопровода. Вот такими интересными и насыщенными событиями была заполнена среда 17 июля в городе Нерюнгри. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех событий.